Тайга мой дом. Я очень долго думал, что буду моряком, но потом понял, что Зеленое море тайги гораздо интереснее. Начитался в детстве сначала про индейцев книжек, потом фильмы посмотрел. Потом узнал, что у нас на Дальнем Востоке ничуть не хуже места, чем в Америке. И наши удыгейцы ничуть не хуже, чем индейцы. И пошел я в лес бродить. И с тех пор городской школьник стал бродягой и таежником. И уже 35 лет брожу по лесу, изучаю зверушек. Написал кандидатскую, посвященную биологии косули. И теперь занимаюсь созданием систем охраняемых природных территорий, потому что лес надо сохранить для потомков. Захожу в лес, обнимаю дерево и сразу чувствую, что я дома. И оно мне что-то шепчет. Мое любимое дерево, конечно, кедр корейский, потому что это дерево, хлебное дерево, дерево жизни, и оно обеспечивает весь круговорот зверей и природы на Дальнем Востоке России. И тигр там ходит, и кабан, и леопард. И я сейчас живу, уже домик в деревне купил, чтобы на старости лет тоже остаться в лесу и работать, продолжать для охраны природы. В чем уникальность тайги уссурийской? У меня была возможность объехать почти весь мир. Я был в Австралии, был в Америке, в Африке. Думал, где же самое красивое место на планете Земля? И нашел. Это земля леопарда. Это юго-запад Приморского края. Здесь как раз соединилось все. Здесь 7 видов клена, а в Америке только 4. Даже здесь мы богаче, чем Канада. Не считая того, что там нет ни тигра, ни леопарда, а у нас есть и даже 2 вида медведей еще добавок. Все это здесь, на Дальнем Востоке. Притом тепло, светло. Даже когда снег выпадает, это не сильно холодно. Можно по лесу бродить с удовольствием всю зиму. Это не минус 45, как в Якутии. То есть жить можно. А еще и берег моря. Там, где горы встречаются с морем, это вообще самый уникальный ландшафт на планете.